Добрый день, кому-то вечер, кому-то утро. Саламат сызба. Исәннәрмесез. Сейчас я вот намереваюсь попробовать несколько упражнений по урокам казахского, татарского языков. Мы, проживая в одном селе с казахами, на одном краю, исторически сложившись в татарском, выработали даже отдельный свой язык. Я как-то говорил, что по-казахски что ли у нас и, а они үлкан это большой, а у нас үлкан это старший. И мы үлкан и называли. Потом по-татарски да, это айе, грамотно айе. По-казахски я. И у нас в результате в селе и те, и другие ие, кажется, говорили. Ну, там те, которые были приверженцы языка своего, там, да. Я помню, на садака сидел сосед казах, говорит, я сөйле. Вот. Поэтому, когда я вот начинаю по-казахски разговаривать с иными, они как-то смотрят, вот, как-то не так на меня, как бы не в непонятках. Я помню, в 6-м или в 7-м году ездил я. Так, куда же ездил? Аксай я ездил, и Орал. Наверное, так, это где было? Скорее всего, это был в Орале. Орале, музей. И там я как там, экскурсовод, что ли, с ней пытался по-казахски разговаривать. Для меня была полная неожиданность. Она что-то меня не понимала. Впрочем, что тут говорить? Я в Аркалыке был на практике, в Тургай ездил, и музей Ибрая Алтынсарина открывали. Казашка не знала казахского языка, экскурсовод по-русски вела. Что тут говорить? Вот. И здесь то же самое. Но когда я где-то там в начале нулевых, да, в нулевых годах оказался в очередной раз в Стамбуле, и меня там оставили в мечети, там имам какой-то, что ли, он любил казахов. Меня вот сказали казах молдасы. Потом я по-казахски сносно говорил. И потом, значит, приходил там один из работников, а я отдельную комнату занимал в гостинице при мечети Чамчилар за Босфором. Это где-то, если идти, то от порта Чешме, оттуда где-то подниматься в гору. Ну и, соответственно, он зашел и хотел проверить. Молдама Менжокпа. Для этого не надо документы спрашивать. Он говорит, почитай что-нибудь из Корана. Я ему читал, но я сын до конца не дослушал. Прервал меня в одном месте несколько неучтиво. Хотя там только можно в определенных местах. Вот. И что? Убедился, что я отношение какое-то имею все-таки к религии. Потом там были ребята казахи из Монголии и монголы ребята, принявшие ислам. И они учились вместе. И с казахскими ребятами я быстро общий язык нашел, и мы говорили на казахском, друг друга понимали. Я думаю, из Монголии приехали казахские ребята в Турцию. Они меня понимали, я их понимал. Вообще ни одно слово не переспрашивали. Даже футбол потом сказали, айда с нами, ага, играть. На ворота поставили. Я говорю, я не умею. А потом говорят, у тебя же есть навыки. Я говорю, да, я в детстве чуть играл. И в Узбекистане, когда жил в Кишлаке, пол-лета там на защите я стоял постоянно. Так что кое-что, видно, осталось.
Ну вот, пожалуй, это к тому, что я не знаю казахского, хотя орали, значит, не понимают. Конечно, в нашем селе или в районе нашем Соль-Илецком, если я с казахами разговариваю, мы быстрее друг друга понимаем. Тем более в нашем селе я даже... Ну, они большей частью, конечно, из деликатности. У нас они всегда... Я вот там видео сделал, что в нашем селе за все годы всегда казахи и татары, они вместе уммет. Но они всегда из татар выбирали кого-то. Всегда выбирали из татар. Я же говорил там как раз, что один там казах, он готовился, и он когда бата говорил на казахском, у меня двоюродный брат хочет там, ну его там казахи говорят, давай молдабол, он там учится, готовится. А другой дед казах активно хочет молда быть, и у него замечательный бата, и брат говорит, слушай, вот возьми у него на казахском бата, я хочу выучить, чтобы там на садака и на казахском. А у нас вот всегда мы не парились, на татарском говорили, и это устраивало всех там казахских наших братьев по вере, по крови, по языку. Вот. И они вот того готового уже деда, который наизусть бата знал, все. Нет, они его не хотели, а хотели из татар. Вот такое отношение. Я приезжаю, они из уважения всегда стараются как-то этот крен делать на наш язык. Акцент, крен. И по-татарски даже как-то. Во все времена, в общем, так было. У нас очень крепкие, сильные были связи. Очень крепкие. Ну, иногда у нас говорят, там, ну как, в семье не без урода, как говорится. Были там некоторые, которые жизнью недовольны, они могли сидеть на садака и вот, не балам кайца, айтамоса татарларны атты. Но это принимали все со смехом, никто не обижался. Если жизнь не урядится, они выливаются у кого-то в эмоции, никто всерьез не принимал. И их не стало потом. Его потом в армии, который был, он, отец его все время к нам заходил и говорил, Наурз мне курсеймик, курсейк, что ли, типа поздороваемся, поприветствуем друг друга с Наврузом. И всегда заходил к нам, отец его угощал. Видно, не сложновато отношения в семье складывались. Он иногда заходил и откровенничал. Вот когда, говорит, меня не будет, хандай болар, говорил. Ну, в семье все бывает. Там отношения не всегда гладкие. Так вот, что я хотел сказать. Я приезжаю и живу у них. Родственники, если татары, я у них. А если казахи, они не родственники, естественно. У меня есть родственники казахи в Казахстане, некровные, скажем так. Хотя уже теперь тоже маленькие дети, там племянники, они, конечно, кровные, да, частью казахи. Вот. Ну и сейчас вот я не знаю, на ком сосредоточиться. На своих мыслях, порой убогих, мне кажется, или на безопасности своей. Я пройду. Вот, пропустил он меня. Короче, что хотел сказать. У нас в селе свой особый язык выработался. Я приезжаю, и когда разговариваю, они стараются на чистом. Вот, когда с Одессы брат приезжал, к сожалению, ныне покойный, зашли мы, Хадича апа, первой к ней, потом к татарке зашли. Ой, она не могла наговориться и на чистейшем татарском языке. Как будто вот отец говорил, как будто это татар кельна, как будто она. И всегда хвалил ее. Ее супруга хвалил. Хальяга, как говорится, Рухшат Бусын. Ну, он очень хороший человек был, замечательный. И вот ее всегда хвалил за трудолюбие. Он все время хвалил. Сейчас она, вот я был в прошлом году, 92 года, дай бог еще дольше пожить. И она еще семью, там, дочка у нее, зять, все порядок у них, культурно, чистота, все, они еще держатся. Хотя село у нас это уже Татарский край, там постепенно дома, к сожалению, исчезают вместе с хозяевами.
И раньше, если вот в детстве мы могли гнезда разорять, мы не понимали, какой урон приносим. И в детстве мы, если кто-то уезжал, а не землянка, мы играли месяц, два, три и превращали в руины эти землянки. А сейчас и идешь, и если землянку бросили, а хоть ее дети не раздолбали, не раздербанили, так радуешься, думаешь, хорошо. Мы-то были, значит, у нас этих домов было дофига, и поэтому мы не парились особенно. А сейчас каждый дом на счету там. И жалко, если там даже, ну, дом стоит хотя бы, хозяев напоминает там, они в другое место переселились. Вот. Ну, у нас вот сильно отличается все равно, я бы сказал, в некоторой степени. Я вот знаю, что, допустим, литературно... хочу сказать, что там говорить, что мой язык, допустим, казахский отличается от других. Если возьмите Казахстан, территорию в разных частях Казахстана, и будут по-разному говорить, разные слова употреблять, что там брать, Татарстан возьмите на порядок, там на несколько раз территории меньше гораздо, там сколько, я не знаю, в 10 раз, может быть, в 10 раз или больше того. И то в разных районах по-разному слова разные употребляют. И в Татарстане, и у нас дома в Оренбургской области, и в соседних селах разные слова употребляют. И там, допустим, жи говорят, допустим, жил. Вот. А это наши татары ел говорят. Я думал, жил это литературно. А потом приехал в Татарстан, увидел, что ел пишется, оказывается, яңа ел, блин. А они на границе с Казахстаном, они тесно, видно, общались, и все село на казахский манер жи говорили. Вот и сейчас до сих пор так. Чем вызывают изумление соплеменников татар. Вот. Халайсыз. Вот у нас халай говорят и все. А у казах вот халайсыз. Меню атом. У нас она даже исим говорят наши в селе. Вот. А меню атом. Или у нас тоже опять-таки атын халай. Вот. Сіздің атыңыз кім? Видите как? Ну, возможно, составители там литературно старались как-то это приблизить, как-то. День саулыңыз қалай. У нас вот амамба. Вот приветствие, саламатсызба. У нас даже практически редко это звучит. У нас учили, если это мужчина, ассаламу алейкум надо говорить. Если женщина, салам бердик. Нас в детстве учили родители при встрече с казахами. При встрече с татарами и сянмисас, и все. И сянмисас, и достаточно. Вот. Ас болсын. Приятного аппетита. Ашығыз тәмлі болсын. Вот ас, аш. Ашығыз тәмлі болсын. И у нас, наверное, где-то употребляли, потому что я не случайно как-то где-то услышал казахскую речь, не помню, какой-то столовой. Я, проходя мимо, и знаете, кто-то будет смеяться. Я говорю, тамак тәтті болсын. У нас вот так говорили, тәтті болсын. И все. Мен араласпаймын ба. Типа я не помешаю. Мен қомашауламын ба. У нас много в татарском языке разных слов. Их перестали многие употреблять. Это вот как у животных, когда они перестают, они каким-то, я не знаю, как их иметь в виду, в процессе эволюции. С дерева мы спрыгнули, так и по некоторым, по Дарвину, если да, хвост не нужен, не за что цепляться, он отпал, как бы копчик остался. Вот типа этого, образно говоря. И очень мало стали употреблять. Раньше ведь литературно. И журналисты сами знают, что надо эти разные слова по-разному писать, чтобы не повторяться в одном абзаце два слова. Не, значит, повтор не должен быть сразу. Поэтому вот. У нас отна, там апта. Вот весна, көктем, жаз.
У нас жай. Кстати, жаз, лето. У турецких братьев тоже яз говорят. Это лето означает. У нас яз это весна. Вот. Жақында. Замы, говорят у нас. Замы. Типа не задержится, типа скоро означает. А у них это жақында, скоро. Вот Айбат. Айбат у нас тоже. Саубол у нас. Пожалуйста. У нас хайырлы киш. Добрый вечер, хайырлы киш. Хайырлы киш. Хайырлы тун. Спокойной ночи. Саубол у нас. У нас, если что-то происходило у соседей, там, односельчан, особенно вот казахи, она спешила к ним, говорит, это обычай такой. У татар, я не знаю, чтобы так было. У нас, у казахам бежали соседи все. Хайырлы болсын. Что бы ни случилось, все время хайырлы болсын. Обязательно бежали. Связи сильны были. Сейчас это вот новостройка, там люди за лучшим жильем погнались. И все там раскиданы, по соседству почти не живут. Вот, что еще сказать. Раньше по соседству приходилось общаться. И, естественно, употребляли слова друг друга. Легко, непринужденно переходили на язык соседа казаха, те на татарский. Вот эта народная дипломатия по полной программе работала. Бәрі жақсы. Барысы да яқшы. У нас барысы да яқшы түгіл. Хамма барысы да яқшы. И все. Не случайно там в текстах все яқшы. У нас хотя говорят вот из тюркских языков, из тюркских, но извините, Куприн писал, там татарские слова употребляют у него в произведениях. Там чисто татарские слова. Есть там другие писатели. Тоже вот Чернышевский. Николай Гаврилович, я вот повторил сюжет, снова выставил из музея в Саратове. Он изучал, потому что, как сказать, после взятия Казани у правительства царского было как, они не мытьем-то катанем. Там старались православие внедрять, а потом поняли, что надо на их языке. Тукай же не случайно сокрушался по поводу того, что татары не хотят знать язык там Пушкина, Лермонтова, Достоевского. Все, мол, по-татарски, представляете? Сейчас обратная картина идет. Так что вот, что тут скажешь? И, естественно, Чернышевский владел там. И Ильмин, что ли, какой, забыл, какой переводчик Корана был. И он у него учился. И вот я обнаружил. Я говорю, вот специально из Татарстана можно возить как экскурсии, да, специализированные какой-то там. Поехали, там есть и Волга отдохнуть, там еще что-то. Место, где Гагарин приземлился, посмотреть. Кстати, там татарка с дочерью, что ли, или с внучкой Гагарина первую увидели. Даже в фильме это отражено. Есть это в фильме. Вот. И туда на автобусах недалеко, допустим, поехали и посетили музей. И специальная программа была об экскурсии. Там ведь можно прослушать, там писал Николай Гаврилович Чернышевскому, оказывается, принадлежат даже то ли 8 текстов песен на татарском языке. Человек татарские песни пел. У нас дремучее невежество у татар. Спроси, кого там кровные или, скажем, ментальные или какие там связи объединяют с нашим народом.
Тот же Пенза взять. Мать, потомок князей Кулунчаковых, обедневших, Куприн Александр Иванович. Сейчас там у нас, я хотел отдельно снять и поставить ради интереса. У нас там Павел Воля из Пензы, юморист. И у нее жена татарка, Ляйсан, да? Вот. Только они смогут ли такого гениального человека, как Александр Иванович Куприн, такого на свет произвести? Не знаю. Надо спросить его. Вот. Пензенский. Как раз из пензенских она. Что еще сказать? Много у нас в литературе вот слов употребляется. О, этот несется, и этот несется. У нас прям все куда-то торопятся. Все. Так. И мы будем поторапливаться, наверное. Я пока запустил пилотный проект. Я посмотрю, как казахские братья и сестры отреагируют. И татарам не лишне знать, совершенно не лишне знать, как это звучит. А то у нас все деловые, никому ничего не надо. А потом едут куда-то и двух слов связать не могут. Я помню, вот знакомые там в другом регионе, в другой республике ежегодно организует поездки в разные части бывшего СССР. И вот он очередной раз, они, значит, в Казахстан собрались, далеко-далеко, там, вглубь, до юга Казахстана. И так он мне настойчиво приглашал, настойчиво все упирал, вот давай. А я понял, что они, хотя считаются тюркским народом, но пусть они хоть одно слово скажут, ну 10, ну 100. Поймут ли их казахские там братья и сестры, которым они поедут? Нет. И вера другая, и язык другой. А я бы и гимн бы исполнил, Коран почитал, дуа, это как бата. И глядишь бы, отношение было совсем другое. Конечно, спору нет. Казахи, они примут любой национальности человека. Когда репрессии были, и туда людей отправляли, и эти сатрапы тогда что делали? Центральные власти одних, которые работали. Они объясняли народу, что это плохие люди, типа опасные. Там где-то сохранилось в памяти, и писатели воссоздали, что ли, эпизод, когда, дескать, дети приходили, и они за колючки или где-то были, и дети в них что-то швыряли, они думали, это камушки швыряют. А это, оказывается, казахи посылали своих детей, внуков малолетних, те им куртки дали. Им объясняли, они враги, они то, они сё. А элементарное, как сказать, сочувствие, элементарное, как сказать, человеческое вот это сострадание, у них перебороло вот эту пропаганду. И потом им говорили, что это враги народа. И по-всякому они все равно старались как-то им помочь. Да. И когда я говорю, в нашем селе, на краю села, и после 3 дней бурана, что ли, там, в наш к соседям, родственникам постучался один, зашел, осушил чайник кипятка и залег спать на сутки. Я думаю, если ситуацию перевернуть, мне кажется, и если бы из татар кто-то там оказался, или из русских в Казахстане, тогда, когда границ еще не было, на мой взгляд, там вообще бы 3 дня его мне отпускали, перекормили бы. Это как читаю я. Трудно очень вспоминать, вот оно когда, кто он там вот на Дальнем Востоке все писал, когда камера выключена, вспоминается фамилия в спокойной обстановке. А так начинаю по всяким закоулкам памяти метаться.
И он замерз, а его обнаружили, и они долго его отпаивали бульоном и с того света буквально вытащили. Я думаю, что вот, если бы наш человек там оказался, не дай бог, там, наверное, в трехкратном размере бы там все обязательно, ну, как сказать, оказали бы все, как по всем законам гостеприимства, все уважение проявили бы. У них особенно. Отец у нас, как всегда говорил, он как на садака ездил и всегда, ну, я думал, мало ли какие причины побудительные, а потом, когда его не стало, меня стали звать в селе, я ходил, приходил и хвалил. А брат говорит: ты как наш отец хвалишь. Я говорю: ну, правду надо говорить. Если недостатки есть, мы же говорим, считаем себя, что мы имеем право сказать. А если есть плюсы, надо говорить. Говорить надо обязательно. Отмечайте положительные стороны. Потому что дипломатия народная, она сильная вещь. Ну вот я завершу, потому что кому-то покажется. Вот когда ведут стрим вот такой, несколько часов, и вот так вот медленно, кто-то там что-то пишет. Со временем, как говорится, иншаллах, может, и займемся этим, на эту тему. Я думаю, тогда у меня в чате очень много будет казахских братьев, сестер. Они что-то будут писать. Вот. Возможно, любезности в адрес нашего народа. И в ответ тоже выслушать от меня. Это важно очень, важно очень. Сейчас связи социальные наши, национальные, к сожалению, все как это рвутся. Территориально мы разобщены. В Казахстане мало татар остается. В Татарстане крайне мало их. На строительство КамАЗа очень мало их приехало. И вот Кенжигуль Бековна, Октябрьск, кажется, да, это как-то акционерное общество, да, она, отец казах, мать татарка, она старалась, помнится, я даже, она казахов собрала в городе, сколько смогла, меня и за город повезла, и на очень высоком уровне провела, потом она как-то садака проводила, вот, и мы на втором этаже были, это на высоком уровне, и гостеприимство там было на высоком уровне, у нее видна отцовская кровь, может, и татарская там работал, но отец казах, Бек, и вот Кенжигуль Бековна. А она потом вот это продала, говорила, вот это торговое предприятие, уехала, может быть, куда-то. Но запомнилось. Ну, завершение, может быть, если получится у меня завершение, что хочу сказать. Вот в эту сторону я шел, в соседнем проспекте, у нас там Сабантуй проходил. Я раньше обычно иду и смотрю, там у нас, не буду пальцем показывать, какой-то родственная национальность, у них там кумыс, и они, нет, вот гости, типа. А тут я подхожу, еще гости там, Мухаммедшин в роли премьер-министра там, кто-то еще, крупные люди, в смысле, ответственные работники, а они, эти ответственные работники, идут по рядам, их эти общины разные, там шатер есть дружбы, и там под каждым, значит, частью шатра какая-то община стоит, встречает. Вот, и я подхожу, узнаю, я удивился, даже не поверил, что казахи первый раз появились на Сабантуе. Я выразил восторг. Они мне предложили кумыс. Я отчаянно замахал руками, хотя обожают напиток. Вот еще мне казахи в Астраханской области в прошлом году шубатом поили. Это, да, закачаешься. Это какой-то божественный напиток. Напиток богов настоящий. Вот. И, значит, предлагает выпей. Я говорю, гости же, вон идут высокие. Вы же для них это, как это, вы что? А гость для них, они не смотрят, ты генеральский чин носишь или рядовой кто-то такой. Они даже не знали, что я журналист. Подошел человек, почувствовали родственную душу. Айда, кумыс пей, откроем. Я говорю, вот, пройдут вот большие люди эти. И вот он подходит, они, значит, эти, и один вот
из этих ответственных лиц, он, кстати, узнал, что я из журнала, на мне была футболка, бейсболка, все написано, как раз какой журнал правительства Татарстана. И он благородно отреагировал, даже не жаловался на меня. Я поэтому из благодарности не могу начальству моему типа не жаловался. Он подошел и говорит: я на днях вернулся из Астаны. А я же сатир юмора. Я ему говорю: уважаемый, не говорил уважаемый, ему это говорю. Я говорю: раз вы были в Казахстане, надо хотя бы было поздороваться по-казахски. Ну, где это видно, чтобы руководителю ранга замечания делали? Но он видит на мне футболка, журнал сатиры, нам можно. Как это? Если просто рядовой что-то, это было бы, как сказать, бескультурно. А я тут все-таки, моя роль, ну, надо отдать ему должное, он очень благородно поступил, он промолчал и дальше пошел. Ну вот, руководители, конечно, они, в отличие от рядовых людей, если они себя ведут скромно, они всегда завоевывают уважение у населения. Потому что рядовому можно, это, а ответственному человеку не всегда можно говорить под влиянием эмоций. У Горького замечательно есть, один там Петренко играл фильм как раз по произведениям, ой, не Горького, извините, Чехова. И один сапожник замечтался, что он стал богатым и пошел по улице, обнимая девушек, петь какие-то непристойные песни. И сразу полиция остановила, освистала и говорит: что вы себя как какой-то там сапожник ведете, вот этому сапожнику говорит. А он, оказывается, уже типа стал купцом или как это, сословие уже не позволяет. Так вот, если журналисту как сапожнику позволительно иногда замечаний делать власть придержащим, то то же самое, положим, нельзя сановникам. Они поэтому знают, что это неприлично. Так же, как я ходил вице-мэр, он потом стал, не оценил эту, конечно, быстро добро забыл на выборы. Я на выборах победил, а он запоздало. И вот я им помогал, ходили агитировать. И когда встреча была с избирателями, какой-то ветеран от его соперника, как он говорил, оппонента, какие-то гадости говорил. Я хотел взять и ответить ему в том же ключе. Я потом вспомнил, что на меня смотрит, и я чем буду отличаться вот от этого, как сказать, невоспитанного, не так передающего свои там эмоции и мнения человека, чем я буду. Я на его уровень спущусь. И я промолчал. Ну, поэтому сановники, они настоящие, они, конечно, критику масс выслушивают, я не знаю, делают ли выводы, но во всяком случае я бы тоже, будь руководителем, вот пропускают, спасибо ему, будь руководителем, я бы, конечно, тоже промолчал, потому что молчание золото в данном случае. Ну все, золото, я еще бы сказал, знание или желание изучать языки наших народов друг друга. Вот. Я хотел бы попробовать на казахском языке, попробовать сделать несколько выпусков, небольших, коротких таких, с размышлениями на разные темы. И если там будет какое-то количество просмотров, я думаю, можно сделать так, как практика, как традицию некого своего рода. Вот таджики у нас, например, я не на таджикском, а о таджиках снимаю. И вот за месяца полтора один там 3,5-минутный ролик там, таджик, молодой пенсионер, скажем, 51 с лишним тысяч просмотров собрал, сотни лайков собрал, сотни комментариев собрал одобрительных. Вот, пожалуйста, если у нас будут, я был бы рад. Я бы, да, потом поехал бы в Казахстан и попробовал бы с желающими, ну, среди зрителей
Один приглашал даже в Астану, что ли, куда. Если среди зрителей будут люди, которые хотят чем-то поделиться, у них много есть что сказать. И не просто там чистые эмоции, но и чтобы достучаться до сердец, чтобы люди слушали и с той стороны стремились к поиску того, что нас связывает. Язык наш общий, допустим, общий, чтобы у нас лексика была. Чтобы с этой стороны тоже то же самое, чтобы было. Интерес был к казахской лексике. Потому что сейчас глобализация, человек едет куда-то. Едет он куда-то. И обязательно надо какой-то запас выражений, слов иметь. Нельзя там, если даже кто-то скажет, знаю родной язык. Я не верю, потому что кто знает родной язык, тот стремится узнать и язык родственного народа. Чаще всего он не знает родной язык. Этот человек просто недостоин нашего внимания. Знать надо языки других народов, особенно родственных. Потому что какие-то моменты люди всегда, когда трудно, среди родственников находят успокоение какое-то, доброе слово поддержки. И поэтому я считаю, что нам необходимо обязательно понемногу изучать языки родственных народов. Потому что это все непременно может пригодиться. Даже если поедешь, даже если просто поедешь отдохнуть, и то это будет колоссальное значение иметь для взаимопонимания и укрепления наших многовековых уз дружбы, братства и, надеюсь, сотрудничества. Рахмет. Спасибо за внимание. С надеждой на новые выпуски. Ваш ведущий.